Рахмат, Асан Эрсипекович. Урматтуу коллегалар, биз бүгүн 2010 жылы жасалган революциянын максатын кичине унутуп баратабыз да. Ошол революцияда 100 балабыз шейит кетип, алардын Бакиевден кутулдук деп аябай чоң үмүт менен балдарыбыздын жаны эмнеге кеткенин унутуп атабыз да. Анан, Ирина Юрьевна, я вас не комментирую, но я просто хочу напомнить о том, что вот в ответ на ваши слова о том, что про Бакиевых не вспоминали. Буквально несколько месяцев назад я была в поездке в Минске, и на обратном пути в аэропорту в Шереметьево встретила вас и других наших коллег. И на мой вполне оправданный эмоциональный вопрос о том, почему с 2010 года ни разу СДПК не поднимала вопросы об экстрадиции, для меня это был шок. Всем здесь сидящим моим коллегам, я думаю, всей стране известно, что моего отца, депутата Джор Кенеша Сурабалдиева Джергалбека, в свое время застрелили клан, семейное правление как раз-таки Бакиевых. И для меня было вообще вдвойне шокирующим о том, что в партии, в которую я вступала, веря о том, что они нанесут ответный удар, и как минимум будет он экстрадирован, как минимум идут какие-то вопросы об экономической экстрадиции сына Бакиева. В тот момент был руководителем Сапар Исаков. Я сейчас об этом говорю, потому что тогда это все озвучилось на фракциях. Вы об этом слышали. Строков об этом слышала, Момбеков об этом слышал. Все 38 депутатов слышали, как мы этот вопрос ни один раз поднимали. Что мы получали в ответ? Лично я получала отписки. Я заходила к председателю ГКНБ Сегизбаеву по вопросу смерти моего отца. Что я получила в ответ? На все вопросы о том, была ли экстрадиция, хотели ли вообще его экстрадировать, ответов вообще не было. Поэтому для меня вполне осознанно сейчас вот говорить о том, что каждый должен нести ответственность за то правление, в котором... 10 секунд. Для моей семьи это очень тяжелый вопрос. И для многих ребят, которые погибли, особенно для рядовых членов СДПК в регионах, вопрос Бакиевых острый. И надо признать, наш экс-президент, он не занимался этим...